Тема дня. Анализ актуальных событий, явлений и проблем из жизни современного общества. Ограничений для тем нет. Политика, экономика, социальные вопросы, культура, спорт. Гости темы дня – это авторитетные и яркие личности, которые не боятся острых вопросов и с удовольствием идут на прямой контакт. Свою точку зрения смогут высказать все, кто пришел на программу. Участники программы займутся поиском истины, а она, как уже доказала жизнь, всегда рождается в споре. Добрый день, дорогие наши слушатели. Эфир Беренчи радио, как всегда в это время, продолжает программа «Тема дня». У микрофона Ирина Эгенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Айдай Исмаилова. После апрельских событий 2010 года власти страны принялись за реформы в различных сферах государственного устройства, но, как замечают эксперты, да и простые граждане, самой сложной, трудной и запутанной проблемой стала реформа в судебной системе. Реформирование судебной системы Кыргызстана остается одной из главных задач действующей власти, которые приходится решать уже на протяжении последних 6 лет. Были разработаны законопроекты, касающиеся уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, гражданско-процессуального кодексов. Однако, как подчеркивают эксперты, инициатива по реформированию судебной системы еще не достигла ожидаемых результатов. Хочу сказать вам, дорогие наши слушатели, что 6 телепрограмм «Ачык Айкын» на кыргызском языке будут транслироваться по КТРК в июле этого года. Серия правовых телепрограмм «Ачык Айкын» направлена на повышение базовых правовых знаний и осведомленности населения о роли судебных органов в разрешении конфликтов. Эти программы будут способствовать повышению авторитета судебной системы и улучшению правовой грамотности среди граждан Кыргызстана. И вот сегодня в программе «Тема дня» мы поговорим о том, каким образом можно повысить правовую грамотность среди населения. Вы узнаете благодаря просмотру телепрограмм «Ачык Айкын», что может увидеть население страны. Сегодня в студию прямого эфира поговорить на эти темы мы пригласили, позвольте представить, медиа-менеджера Международной организации по праву развития АйДЛО Марса Тюлегенова. Марс Намазбекович, добрый день. Здравствуйте. И пригласили мы сегодня консультанта по связям с Советом судей Кыргызской Республики и судебным департаментом при Верховном суде Международной организации по праву развития АйДЛО Карабека Дуйшеева. Карабек Арстанбекович, здравствуйте. Добрый день. Уважаемые радиослушатели, хочу сказать, что в студии прямого эфира работают телефоны 39 21 90 и 65 66 04. Если в ходе прямого эфира у вас возникнут вопросы, вы можете позвонить по этим телефонам. Не устаю вам напоминать о том, что у нас активно работает и СМС-портал. Свой вопрос, мнение, предложение отправляйте в форме СМС-сообщения на короткий номер 3535. Карабек Арстанбекович, позвольте мне первый вопрос адресовать вам. Но мы сегодня не зря собрались. Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что основной фокус нашей сегодняшней программы заключается в том, что буквально с июля этого года на канале КТРК будет идти телепрограмма «Ачык Айкын» на кыргызском языке. Но прежде чем говорить о целях и задачах вот этой вот программы, о которой мы сегодня затронем речь, мне хотелось бы перво-наперво вот о чем узнать, Карабек Арстанбекович. В чем заключалась, скажем так, крайняя необходимость все вот эти вот программы издать, может быть, снять и вообще вот пустить на канале КТРК? Вот в чем крылась необходимость и вот, скажем так, в чем важность вот этой вот, скажем так, инициативы? Спасибо. Прежде всего, я бы хотел нашим радиослушателям сказать, что правовая телепередача «Ачык Айкын» была разработана в рамках программы USAID и АйДЛО по укреплению судебной системы в Кыргызской Республике при поддержке Агентства США по международному развитию USAID, ОТРК и Международной организации по праву развития АйДЛО. Действительно, необходимость была в том, что мы хотели показать, что такое судебный процесс. Потому что многие граждане наши никогда даже не присутствовали на судебных процессах, не знают, как он проходит, что может заявить участник процесса.
И учебный процесс наглядно это, судебный процесс наглядно это демонстрирует. Ведь не секрет, что многие наши граждане просто в правовом плане безграмотны. И зачастую можно увидеть их вокруг Белого дома. И все думают, что их проблемы могут решиться именно там. На самом деле это вопросы, например, необходимо решать именно на судебном процессе. И поэтому вначале была выработана концепция этой идеи, этой телепередачи. Потом, значит, были фокус-группы проведены в регионах. Мой коллега, наверное, об этом более подробнее скажет. И выявлены очень такие животрепещущие темы. Ну вот, например, установление отцовства, допустим, да? Это же довольно распространенная такая тема, скажем так. Развод и определение места жительства, кредитные задолженности. У нас многие привыкли в последнее время жить за счет кредитов. Берут кредит, погашают его, вернее, используют, затем приходится брать другой, чтобы погасить тот. Но никто не знает, к чему это может привести. Эти процессы как раз наглядно показывают их права истца, ответчика, какие ходатайства они могут заявить на процессе, а не ходить там где-то вокруг тех мест, где эти вопросы не решаются. Поэтому основная идея, цель была направлена на то, на какое-то обучение нашего населения, именно показать, что такое судебный процесс. Вот вкратце пока. Ну, как я понимаю, Карабек Арсанбекович, вот серия правовых телепрограмм «Ачык Айкын», она направлена, может быть, еще и на то, что в настоящее время у граждан отсутствует доступ к правовой, к судебной информации. Может быть, еще и поэтому? Да, вы абсолютно правы. И вот в связи с этим сейчас, как известно, депутаты приняли закон о доступе, внесены изменения и дополнения в закон о доступе к информации, где, значит, речь идет о доступе к судебной информации. То есть, где какой процесс, какое заседание намечается, публикация этих актов. Вот наша программа АДИЛО совместно с Верховным судом разработала сайт СОД-КГ, где будут публиковаться все судебные акты, и в этом законе это предусматривается. И действительно многие, вот допустим, издалека едут и не знают, ну, приехали, а процесс отложен. Но если заработает этот закон, и судебные акты будут публиковаться, то они могут уже из дома узнать, будет этот процесс отложен, по какой причине и так далее. Карабек Арсанбекович, вы ранее отметили, что вы хотели показать нашим уважаемым гражданам, что такое судебный процесс. Но я, наверное, не ошибусь, если скажу, что если у гражданина нет проблем с законом, он ни истцом не является, ни ответчиком, то ему, наверное, все равно, как проходит судебный процесс. Самое главное, проблем с законом-то он не имеет. Или все-таки здесь я не совсем права? Ну, вы, конечно, правы, если он не имеет никакого отношения к процессу, то и жить будет продолжать. Но это для его же кругозора, как говорится, от сумы до тюрьмы не зарекайся, есть такая жестокая поговорка. И это очень важно. Это весьма важно знать свои права именно на судебном процессе. Не молчаливо отсиживаться, допустим, да, а заявлять ходатайство. Это настоящий судебный процесс. Я напомню, телефоны прямого эфира 39 21 90 и 65 66 04. Давайте мы выслушаем вопрос или мнение нашего первого радиослушателя. Добрый день, говорите. Алло, саламатсызбы. Саламатчылык. Наим Кечирбаев, мен Жылдызбек. Мен кумалда кыргызча айтып айтсам болобу же, орусча Болот, айтайын? болот, пожалуйста. Мен Карапбек мырзага мындай демекчимин, урматтуу Карапбек мырза. Мына сиз айтып атпайсызбы, мына күлүп, сизге күлкү болуп атат да, 7 жаш ак үйдөн проблема чечесиңер деп.
Орусда да жакшы сөз бар да, все средства хорошо дейт. Проблема келгенде карапайым эл чындык издегенде чыркырап жогорку кеңешке барат. Президенттин алдында кайрылык эмеси бар, ошого барат. Эгерде сот системасы жетишерлик деңгээлде чечпей атса, карапайым эл үчүн недоступный болуп атса кандай кылыш керек анан кийин? Мына сиз айтып атасыз азыр телепрограммадан көрсөтөбүз атат, эртең туура бир Россиянын каналдары бар, соттун болуп атканын мен деле көрөм кээде. Бул деле жакшы нерсе. Өзүнүн укугун көбүз билбейбиз да тепселенип калып атат. Мыйзамдар, жакшы мыйзамдар көп Кыргызстанда, бирок аткарылбайт. Ошолорчу. Анан эми айтып атсаңыз мындай мен сизден суранам да, мындай эгер элибизде ишенич болбосо, мына сот реформасы акыркы күн бүгүнкү күндө кыйратып болгон жок. Муну моюнга алыш керек. Ошондуктан мен ойлойм, телепрограммасын көрсөтсө, башкалар да көрүп, өзүнүн укугун кандай болуп атат, кандай сот болуп атат, адвокаттар не иштейт, соттордун кымыл аракети болсо, кичине дагы бул бир четинен деле бир кандайдыр бир жакшы нерсе деп ойлойм да. Түшүнүктүү. Рахмат, Жылдызбек. Мен мындай бир иронизировать эткен жерим жок. Сиз туура айтасыңар, бирок биз бул психологияны өзгөртүшүбүз керек. Эл деген 7-чи этажга барбай, АВГө барбай, сотко барыш керек. Азыр кандай болуп атат? Эл деген люди идут туда, где принимается решение. К сожалению. Вот ошондой давлениялар. Мен жана мыйзамды айтпадымбы, о доступе к информации. Ошол жерде статья бар. Эгерде судьяга бирөө кандай бир кысым кылса, давление, анда ал деген ошо сайтка же бөлөк бир түрдө ошо жөнүндө айтыш керек. Биз ошол психологияны эми кечке эле канча убакыттан бери эметпей сындырыш керек бул психологияны. Мен ошол жөнүндө айтып атам да. Ошо сотто чечиле турган маселе сотто чечилиш керек. Эгерде канааттандырбаса ал инстанцияда обжалование кылып, эми аны сиз жакшы эле билесиз. Мен ошол жөнүндө айтып атам да. Рахмат. Марс Намазбекович, как я понимаю, и еще раз повторю, телепрограмма ЧКХН будет демонстрировать судебные процессы. И вот как Арсланбекович ранее отметил, по регионам были как-то вот определены фокус-группы, да? Вот мне сейчас интересен этот механизм. Как и что было проделано? Я, конечно, понимаю, что вот 6 программ вы уже отсняли, я правильно говорю? Да, вот 6 тем, вы обязательно их назовете, да, озвучите. Но мне сейчас интересно, почему вот на эти 6 вопросов вы решили обратить, ну, скажем так, особо пристальное внимание. Пожалуйста. Хорошо. Спасибо, что уделили время и пригласили нас, чтобы высказать это про все это нашему народу. Но начнем сначала. Сперва была создана рабочая группа, чтобы создать эту программу. И эта рабочая группа, в составе этих рабочих групп входили все юристы наши, судьи, адвокаты, и они написали концепцию этой программы. И по этой концепциям собрали команду творческую, которая должен был осуществить эту программу. Творческая команда была собрана, и они начали работать по нему. И вот по первому концепции, которая была написана там было написано, что надо выехать в все регионы и опросить население, нужна ли эта передача народу, простому населению, как надо правильно написать элементарные исковые заявления, да, и так далее, прочее. И вот была проведена фокус-группа, мы объехали все 7 регионов нашей страны, опросили людей, там собрали очень много количества людей, то есть более 20 человек участвовали в фокус-группах во всех регионах. И туда входили и юристы, и простые граждане, и пенсионерки, и преподаватели, и учителя школ, и милиционеры, все входили туда, и они говорили, что на самом деле эта программа нужна, потому что люди уже должны знать, как надо правильно заполнять исковые заявления, кому надо обращаться, потому что люди в регионах на самом деле очень неграмотны по правовой части, и они элементарно даже не знают, как надо правильно заполнять это заявление. Но иногда бывает, что они нанимают людей, и через него и все и происходит. Вот поэтому мы решили эту фокус-группу провели, и тогда вот люди сами сказали, что вот эти темы, которые мы ранее говорили, да, 6 тем, развод и определение места жительства детей, установление отцовства, взыскание алиментов, взыскание материального ущерба вследствие ДТП, это тоже большой вопрос, потому что очень много ДТП, кредитная задолженность взыскания ущерба вследствие залива, тоже большая проблема, потому что многоэтажек очень во всех регионах есть, и там могут быть очень большие проблемы. Взыскание ущерба по посевов тоже. Это мы не сами придумали,
не те люди, которые сидят в проектах, сидят в своих офисах. Это просьба народа, которую поднять эту тему. То есть, Очень как я правильно говорю, это выбор все-таки граждан, Да, выбор да. этих Мы тем. учитывали мнение каждого гражданина, который участвовали в фокус-группе. Давайте мы выслушаем еще вопрос или мнение наших слушателей. Добрый день, говорите. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Менин атым Жамал, Бишкек шаарынан. Угатабыз. Мен азыр угуп атам, ошо КТРКдан 6 программа чыгат деп атасыздар. Ошо 6 программадан кийин эле элдер өз укугун билип, сабаттуу болуп, ошо грамотный болуп калат деп ойлоп атасыздарбы? Мне кажется, вообще судебный реформа кылыш керек. Ошо адвокаттар жана элдер ошо өз укугун билиш үчүн ошо 6 программа жетишсиз да. Анткени деген сотко деген өйдө жактан эле звонок болсо, алар ошонун эмесин аткарат. Эл өз укугун билгени менен андан эч чечилбейт проблемаларчы. Түшүнүктүү, Жамал, рахмат за то, что позвонили. Пожалуйста, кто может ответить? Пожалуйста. Мен туура сиздин айтканыңызда деле сөзүңүздө калет жок. Албетте бул 6 программаны чыгаргандан кийин баардыгы укук жагынан таалим тарбия алып калып, анан баардыгы илимдүү билимдүү болуп калат деген алыспыз. Бирок биз канча дагы эми сиз ошол жагын жакшы түшүнөт экенсиз, биз түшүнөбүз, бирок айрымдары түшүнбөйт, ошон үчүн аларга жеткиликтүү болсун дегенибиз да. Мен ойлойм, кандайдыр бир нерседен башташ керек да. Баштай элек деле сын пикирге кабылсак, анда иш жүрбөйт да. Ошон үчүн келиңиздер, биринчи берүүнү көрөлүк, 6 берүүнү, андан кийин ошого жараша иш кылалык. Мен ойлойм, бул кандайдыр деңгээлде бир кандайдыр түрткү берет да. Карабек Арсланбекович, вы обязательно свой комментарий озвучите. Давайте мы выслушаем еще вопрос или мнение нашего слушателя. Добрый день, говорите. Но от связи нет, но будем надеяться, что обязательно наш радиослушатель перезвонит и свой вопрос озвучит. Пожалуйста, Карабек Арсланбекович, хотели что-то добавить? Единственное хотел добавить, что правильная озабоченность сейчас только нашего телезвонок был, радиозвонок. Дело в том, что наша программа намеревается и уже сделаны учебные процессы, именно вот в КНУ, в КРСУ, эти уже процессы как учебные дисциплины идут. То есть это тоже обучение идет будущих юристов, которые потом будут, так сказать, и в массы тоже нести это. Правда ведь? Я хотел это добавить. Можно я добавлю? Давайте мы выслушаем еще одного нашего слушателя. Почему? Потому что многие из них звонят посредством мобильной связи. Добрый день, говорите. Но опять связи нет. Пожалуйста, Марс Намазбекович, я хотели бы что-то хотел сказать? добавить то, что радиослушательница сказала, что надо начать с реформы, да. Эта передача тоже является частью какой-то отношения имеет реформа по судебной системе, потому что это тоже надо, потому что в других странах такие программы уже выпустили, и все наши граждане даже во время фокус-группы говорили, что они получают какое-то правовое знание, посмотрев на другие такие же аналогичные программы, которые выходят по российским каналам, по казахстанским каналам, да, и даже возьмем даже зарубежных каналах. И вот была идея, что почему бы не придумать по законодательству нашей республики, да, то, чтобы люди тоже получали именно правовые базы данных от наших законодательств. Да, пожалуйста. Да. Вы знаете, я бы хотел особо сейчас подчеркнуть один момент. Так. Наша программа абсолютно аполитична. Мы политикой не занимаемся абсолютно. И мы, вот эта вот правовая телепередача, другие наши проекты, они идут в рамках судебной реформы, которая утверждена, мы оказываем содействие. Нашими партнерами являются Верховный суд, Совет судей, как орган орган судейского самоуправления, судебный департамент, учебный центр судей и отдел аппарата президента, который занимается проблемами судов. То есть мы политикой, я особо еще раз хочу подчеркнуть, не занимаемся, вне политики. Марс Намазбекович, вот хотела вам вопрос озвучить, задать, обязательно это сделаю чуть позже. Вот режиссер показывает, что на связи с нами еще один слушатель. Добрый день, говорите. Мен Гүлбара. Биринчи суроом, бизде сотторду көз карандысыз сот болушу мүмкүнбү? Ушундай сотторду калыптандыруу мүмкүнбү? Анткени сотторду жогорку кеңешке барып депутаттар бекитип, анан депутат
депутаттар кайра эле силерди биз шайлаганбыз деп соттордун өзүн коркутуп алышып, анан тигини бошотпой, муну бошотпой деп заказ беришип атат. Өзү негизги акыйкат сот деген керек болсо президентти да соттой турган система болуш керек. Бул ушуну Кыргызстанда калыптандырса болобу? Экинчи суроом, мына башка мамлекеттин адамдары эмне үчүн Кыргызстандын сотторуна буйрук беришет? Маселен, Азимжан Аскаровду чыгаргылай деп атат. Буга кандай көз караштасыздар? Рахмат. Карыбек Арсланбекович, ну надо сказать, что несмотря на то, что мы сегодня говорим о правовой телепрограмме «Ачык Айкын», ну, конечно, мы затрагиваем судебную реформу. И вопросы Гульбары тут тоже имеют место быть, да? Я, конечно, понимаю, может быть, не совсем по теме, но тем не менее что-то связанное есть. Если есть возможность, скажите, ответьте, если нет, я продолжу. Основная цель, я хотел Гульбаре сказать, судебной реформы заключается именно в том, чтобы суды были независимы и самостоятельны. Прежде всего, они должны быть и в финансовом плане независимыми, иметь свой бюджет. В этом плане очень много сейчас сделано руководством страны, депутатами, всеми ветвями власти. Но, конечно, если есть вот такие моменты, когда давят на судьи и так далее, конечно, это не способствует реализации судебной реформы, целей судебной реформы. Что касается Азимжана Аскарова, я единственное могу сказать, что я тоже читаю то, что в интернете пишется. Я думаю, что, насколько мне известно, я прочитал вот буквально вчера, кажется, что Верховный суд собирается рассматривать. Ну, видимо, примут соответствующее правильное решение. Я напомню, телефоны прямого эфира 39 21 90 и 65 66 04. Дорогие наши слушатели, хочу вам сказать, что 6 телепрограмм «Ачык Айкын» на кыргызском языке будут транслироваться по каналу КТРК в июле этого года. И сегодня в программе «Тема дня» мы говорим о том, каким образом можно повысить правовую грамотность населения, и говорим о том, благодаря просмотру телепрограммы «Ачык Айкын», что может увидеть население страны. Я напомню, что сегодня у нас в гостях медиа-менеджер Международной организации по праву развития АДЛО Марс Тюлегенов и консультант по связям с Советом судей и судебным департаментом при Верховном суде Кыргызской Республики Международной организации по праву развития АДЛО Карыбек Душеев. Телефоны прямого эфира 39 21 90 и 65 66 04. На связи с нами еще один слушатель. Добрый день, говорите. Но, к сожалению, я еще раз хочу сказать, что звонят посредством мобильной связи, поэтому, конечно, думают, как бы единицы сохранить, сэкономить, поэтому обязательно пусть перезвонят наши слушатели и свой вопрос озвучат. Марс Намазбекович, вот говоря о телепрограмме «Ачык Айкын», опять же, будет демонстрация судебных процессов. Вот мне сейчас что интересно, давайте мы с вами возьмем первую тему – развод и определение места жительства детей. Ну, надо сказать, что разводов сейчас в стране очень много, да? И вот возьмем, например, супругов Ивановых, которые, к сожалению, разводятся, да? Тут вы наверняка будете говорить, как проходит бракоразводный процесс, как написать исковое заявление. Вот скажите мне, пожалуйста, вот первая тема, первая программа, она будет в форме ролевых игр? Или каким образом построена эта программа? Ну и не только это, вообще все 6 программ, которые вот вы уже отсняли. Когда этого я говорил, что тема выбрана из уст наших зрителей, простых народов, да, и мы этот случай взяли и по нему как бы написали сценарий. И все эти будут ролевые на самом деле, но единственное надо отметить, что это судьи, которые будут смотреть это дело, это на самом деле судьи, это не люди, которые играют роль судью, и адвокаты тоже, они реальные адвокаты, то есть они тоже смотрят, относятся к этому как на самом деле судебные дела. То есть прения адвокатов они сами готовили, судья тоже принимал участие, и как бы ее решение тоже было из уст судьи, то есть мы не говорили, что примите именно вот такое решение и так далее, прочее, то есть мы озадачили судью, чтобы она написала решение сама, то есть ссылаясь на какие-то ссылки законов по гражданско-процессуальным кодексам. Я хочу отметить, что все эти дела, многие думают, что если это телевизионный проект, то начнется показывать все эти криминальные дела, то есть которые касаются
ну как сказать, уголовным делам, да, это не уголовные дела, это гражданские обычные вопросы, которые можно решать по пути законного решения, то есть это гражданско-процессуальным кодексом. Давайте мы выслушаем вопросы и мнения наших слушателей. Добрый день, говорите. Алло. Мы слушаем. Кеширип коесуз, мен Жылдызбек. Вот Марс мырза, мен мындай демекчимин да, мына мисалы гражданский эле атпайсызбы. Мына айтсаңыз, мына Россиян телеканалдарын көрсөңүз, бир эле прокурор жолубузда бир 2-3 эле алмашып турат да. Бирок уголовный дело деле каралып атат, башкасы деле каралып атат. Мен ошону билейин деп атам да, кандай критерий менен тандап алып атасыңар? Же элдердин карызын менен болуп атасыңарбы? Анан мен ойлойм, ар тармактагы уголовный делолор менен да караган жакшы да, бир эле мисалы гражданский эмес, кылмыш, оор кылмыштарды мына чиновниктөрдүн кээ бирлеринде эле көрсөтсө болот. Анан кийин уголовный, гражданский право, анан айтсаңыз райондук, верховный, райондук, областтык болуп туруп аралаштырып көрсөтсөңүздөр, бир мындай эффект бере беле деген ойдомун да. Ошондо судьялардын дагы өзүнүн деңгээлин көрөт элек, ар кандай тараптан адвокаттардын уже кылып аткан жумуштун эмесин элдерде көрөт элек да. Анан биз баягы кайра эле бир адвокат, бир эле прокурор, бир сот эле чыга бергенде болбой калабы дейм да. Рахмат. Түшүнүктүү. Жооп бере берейинби? Да, пожалуйста, Марс Намазбекович. Бул кишиге эми кыргыз тилинде жооп берген туура болот го дейм, себеп дегенде өзү кыргыз тилинде кайрылып аткандан кийин. Эми сиздин сурооңузду албетте биз эске алабыз, бирок жана сиз айткандай башка мамлекеттердеги ушундай берүүлөрдө сот судья менен жана жактоочулар бир өңдүү кишилер болуп атпайбы? Бизде албетте судьяларды биз тандадык, алар чыныгы судьялар, бирок тартип боюнча, талап боюнча азыр учурда судьялык кызматты ээлеп турган судьялар эмес. Алар азыркы алардын тили менен, судьялардын тили менен айтканда, орусча айтканда отставка деп коет экен, отставкадагы судьялар. Бирок чынында судья болуп иштеген биздин жарандар. Ал эми биздин берүүгө келе турган болсок, кылмышка байланыштуу кылмыш иштерин азыр кароо маселеси көтөрүлө элек, себеп дегенде биз биринчи ушундай жөнөкөй маселелерден баштайлык дедик, жарандык иштерден. Анан Кудай буюрса, балким акча каражаты каралып кала турган болсо, ойдо бар. Себеп дегенде буга абдан чоң акча кетет экен, аны түшүнүп коюңуз. Айтканга оңой болуп атат. Биз Fox группа учурунда дагы элдер айтышты эле, ушундай судьялардын өздөрүн көрсөткүлө, районго барып, ошо райондук судья кантип карап атканын көрсөткүлө деп. Жок, бул жерде телевизиондук жанр менен айта турганда бул шоуго бир аз жакыныраак, андыктан бул жерде биз телевизиондук форматты эске алып, ошол программаны даярдадык. Эми Кудай буюрса, сиздер 11 июльдө көрө аласыздар, эфирде болот, күтүп туруңуздар. Давайте мы выслушаем еще наших слушателей. Добрый день, говорите. Мы слушаем вас. Алло. Мы слушаем, говорите. Алло. Говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте. Вы знаете, я хотела задать вопрос Марс Намазбековичу. Так, слушаем. Я имею право возобновить судебный, у меня гражданский. В 2008 году я вынуждена была соглашение сделать в городском суде. Я потеряла двухкомнатную квартиру, здоровье и всего на свете. Вопрос понятен, но это вопрос, наверное, Карабеку Арсланбековичу, хотя еще раз хочу сказать, что мы сегодня говорим о том, что вот в июле этого года по каналу КТРК будет запускаться телепрограмма «Ачык Айкын». Вот 6 тем мы уже ранее озвучили. Но я уж не знаю, Карабек Арсланбекович, что скажете? Давайте мы выслушаем еще одного нашего слушателя. Добрый день, говорите. Добрый день. У меня такой вопрос. Моя мама хозяйка дома, простите меня, Аселя зовут, и когда она хозяйка дома, купля-продажа была на нее оформлена. Когда она хотела одного родственника выписать. Спасибо вам, уважаемая Асель, за то, что позвонили. Но я еще раз хочу сказать, что сегодня мы собрались. Я, конечно, понимаю, что у вас может быть крик души, у вас может быть какой-то судебный спор. Но я еще раз хочу сказать, уважаемая Асель и другие наши слушатели, что сегодня мы собрались не для того, чтобы обсуждать ту или иную, скажем так, личную проблему. Да, я, конечно, понимаю, есть проблема, ее надо решать, но для этого есть адвокаты, для этого есть юристы. Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить, вот в чем кроются цель и задачи телепрограмм «Ачык Айкын», которые будут транслироваться по каналу КТРК в июле 2016 года. Поэтому я прошу прощения, что мы не приняли ваши вопросы, но вы нас тоже поймите, у нас сегодня фокус программы совсем другой. Да. Мне сейчас вот что интересно, Марс Намазбекович. Ну, вот вы говорите шоу, да, своего рода шоу, это понятно. Но, конечно, приятно, что в этом шоу, скажем так, роль судьи играет настоящий судья, да? Роль адвоката играет настоящий адвокат, да? Ну вот я еще раз хочу сказать, если мы возьмем с вами первую программу «Развод и определение места жительства детей», вот супругов Ивановых, хотя я, конечно, понимаю, что...
в программе там совсем другие будут люди, не Ивановы, может быть, Ташматовы или Маматовы, все равно, да? Вот кто будет играть, вот, скажем так, счету Ивановых, которые, ну, может быть, разводятся и не знают, например, то ли ребенок перейдет отцу, то ли матери. Ну, я же, конечно, прошу прощения, что забегаю далеко вперед, но, тем не менее, ну, может быть, с каким-то секретом, что ли, или секретной подоплекой что-то, может быть, скажете, пожалуйста. Ну да, мы сценарий писали, мы утверждали на эти, например, вы хотите сказать, кто играет в роли истца и ответчика, да? Да. И, естественно, там есть, кроме этих людей, есть и стороны, и свидетели есть. Ну, родители, может быть, Да, Иванова или да. Ивановой. Родители тоже. Ну, свидетели, они обычно выступают родители. Да? Здесь мы подбирали специальных людей, мы смотрели на их характеры по сценарию, как это было написано. То есть, если истец, то он должен быть, ну, истица в нашем случае, да, она подает иск в судебной инстанции, что хочет развестись с мужем и определить место жительства детей. В таком случае, то мы рассмотрели именно такую юстицию, которую может постоять за себя в судебном разбирательстве, то есть она должна идти в адвокатскую контору, да, заявление писать, потом в судебном процессе это все как бы нормально выяснить. То есть мы подбирали специальных людей, специальных по возрасту. Мы выбрали именно возраст такого характера 30+. Чтобы не было такого, если 20 с чем-то, то люди скажут, ну, это молодежь там из-за того, что там могут они не подумали о будущем жизни, да. Вот поэтому подобрали специальных людей, которые могут сыграть именно ту истицию и ответчика, и мать истицы, мать ответчика, и свидетелей. Ну, это вы посмотрите, скоро будет по каналу КТРК 11 июля. С сегодняшнего дня уже должно выходить ролик, и вы, наверное, если посмотрите ролик, вы уже убедитесь, там, какие люди играют. Тем более до 11 июля остаются буквально считанные дни, вот, по-моему, 2 недели, да? Вот мне сейчас интересна вторая тема. Я уж не знаю, кто из вас ответит, или вы, Марс Намазбекович, или вы, Харбек Растамбекович. Вот вторая тема. Установление отцовства и взыскание алиментов. Но я знаю, что вот вопрос установления отцовства сейчас на российских каналах где только не говорят и не показывают. Вот Андрей Малахов, да, в программе «Пусть говорят» поднимает, да? Потом возьмем канал НТВ, там программа есть, я уж не помню, как она называется, с Леонидом Закашанским, тоже устанавливают, кто отец, или, например, Вася или Николай, да, и все это делается путем ДНК-тестов, да, но у нас в Кыргызстане ДНК-тест есть или нет, я не знаю, но тем не менее, вот в этой программе, как вы, например, можете установить, от кого родила, например, Ирина Егенбаева, от Васи или от Бори? Ну, давайте к примеру. я вам кратко расскажу, потому что у нас мало времени осталось. Я прошу прощения, немножко вызывает вопрос улыбку, но тем не менее. Да, установление отцовства, это на самом деле на сегодня у нас проблема очень большая, потому что многие наши граждане идут, когда заключают брак, они идут по мусульманским обрядам, то есть нике, и все. А официально как бы в ЗАГС не идут, чтобы, ну, дальнейшего потом не было. Можно было, ну, как сказать, грубо сказать, отмазаться, да. Но они жили. По нашему сценарию они жили вместе, они были согласны друг другу, что будут жить дальше в качестве семьи, но потом получилось, что муж решил, что уйти, и вот так. Там, у вас был вопрос такой, как вы доказали, да? Потому как что можно доказать факт установления отцовства? Там Тем более у нас ДНК-тестов нету, ДНК-лабораторий. Нету у нас, но там выступают свидетели, которые, даже медсестры выступают, которые были свидетелем того, что она приходила, и отец ребенка тоже говорил, что это мой сын, они жили. Даже вот по карточкам, медицинским карточкам во время беременности этой жены, кто был отцом зарегистрирован и так далее, прочее. Поэтому всем этим и определил суд, что это на самом деле является отцом ребенка. Давайте мы выслушаем вопросы или мнение нашего слушателя. Добрый день, говорите. Алло, здравствуйте. Мы слушаем вас. Меня зовут Гульмира. Да, Гульмира, слушаем. Значит, мен Карпек Арстанбековичке и Марс Намазбековичке мындай суроом да. Сиздер бул долбоорду просто шоу деп гана түшүндүрүшүңүздөр керек да. Өткөндө билесиздерби, мен сиздер менен обсуждение кылганда мага 20 киши чалып атат. Себеби мен эфирден телефонумду озвучить этип жибердим. Элдер мага чалып атат. Они думают, что вы поможете юридически, понимаете? Вы вокруг да около не говорите, вы людям конкретно на кыргызском, на русском объясните, что это просто шоу-программа, а не как в федеральных каналах. Например, вот Ирина сказала сейчас,
что, например, у Малахова или по НТВ, у них конкретные результаты чыгып атпайбы. У нас ДНК не делается, кто отец или кто мать, потому что bizde андай ДНК деген жок. В Алмате есть лаборатория, я конкретно знаю, но у нас в Кыргызстане нет. Анан силер элдерди үмүттөндүрүп, особенно вот эме баягы карапайым адамдарды, алар ойлоп атат, ушул ачык айкын передачасы чыкса эле биздин тиги гражданский баягы жарандык анан укуктук немелерибиз, уголовный гражданский дела жардам берет деп. Силер конкретно айтышыңар керек. А то мен өткөндө эле сиздер менен сүйлөшпөдүмбү? Бул деген шоу-программа, который не имеет никаких результатов. Это просто показательно. Кыргызча айтканда үлгүлө да, жөн Ошондой эле эмес. түшүндүрсөк керек эле, Жакеш. Түшүнүктүү. Спасибо вам, Гульмира, за то, что позвонили. Пожалуйста, есть что сказать? Она сама ответила на свой вопрос. Действительно, это не настоящий, скажем, процесс, где рассматривается. Мы в прошлый раз ей, по-моему, отвечали даже. Отвечали. Я хотела бы зачитать СМС-сообщение от абонента 0112, который спрашивает, будут ли в ваших программах присутствовать медиация. Но медиация, насколько мне известно, это альтернативный способ урегулирования сторон, да, то есть мирно, да, все решить? Досудебный процесс. Да, вот это спрашивает. в настоящее время у нас проект закона есть о медиации. Это действительно хорошая возможность урегулировать до суда спор. Сейчас, если мы внедрим наше законодательство, это будет только польза большая. Вы хотели Можно я добавить? тоже Да, пожалуйста. добавить? Вначале изначально было по концепцию, что надо было добавить медиацию, но после того, как мы пилотный проект сделали, там было учтено, что медиация должна быть, да, но программа вышла из того хронометража, который мы заранее думали об этом. Во-первых. Во-вторых, потом уже наши граждане тоже, они как-то восприняли это по-другому и начали в адрес нашей программы очень много критики говорить. Вот поэтому мы, учитывая это мнение, тем более учитывая то, что он законно, незаконно, мы чуть-чуть отказались, сказали, подождем с медиацией, сперва давайте выпустим вот эту, потом уже как бы решим, как это сделать дальше. Марс Намазбекович, скажите, пожалуйста, но у нас же есть все-таки русскоязычная публика, которая, вот, к сожалению, кыргызский язык не знает, да? Но, может быть, они сейчас, слушая нас, тоже, может быть, вопрошают или пожимают плечами, а будут ли эти программы на русском языке? Ну, может быть, пусть даже процессом перевода. Вот здесь вот что могли бы сказать? Да, мы учли мнение наших русскоязычных зрителей, и сейчас мы занимаемся в данный момент переводом этих 6 программ на русский язык. То есть там будут дубляжом, конечно, будут выходить оригинал программы, но озвучивание будет на русском языке. И я думаю, что наши русскоязычные зрители получат информацию достоверно из уст. А вообще известно, в какой месяц будет на русском языке программа На русском выходить? языке по договоренности с руководством КТРК осенью будет. Мы очень надеемся на это. И осенью будет на русском языке. И наши русскоязычные зрители получат ответы на этот вопрос. Марс Намазбекович, еще раз хочу повторить то, что первая программа выйдет 11 июля этого года. Вообще вот эти 6 программ, они же, наверное, не в один день выходят, да? А, наверное, будут как-то, может быть, один раз в неделю или один раз в месяц. Вот как это все вы решили В данный сделать? момент с вашим каналом был составлен договор между нами, и на этом договоре указано, что в неделю раз. Но, честно говоря, сетка вещания сейчас в данный момент разрабатывается. Как это будет с повтором идти, все это зависит от ваших специалистов, которые занимаются сеткой вещанием. Но вначале было обговорено, что будет неделю раз. Но, Марс Намазбекович, надо сказать, что 6 программ маловато, да? Я, конечно, понимаю, что над этими 6 программами, конечно, выложены были все силы, время, тем более написание сценария, потом все это реализация, игры. Конечно, на это ушло, конечно, не 1, не 2 месяца, намного больше. Но, тем не менее, мы не успеем сказать, как 6 программ уже и пройдут, да? Но вообще, вот в перспективе есть вопрос отснять еще программы, опять же провести, может быть, опрос среди населения, какие еще им вопросы интересны? Да. Я понимаю, что 6 программ очень мало. Как бы всегда для меня был вопрос такой от зрителей тоже, да, когда создаешь телевизионную программу, она
Они говорят, когда уже посмотрели, они говорят, ой, все, уже закончилось, да, а создание одной программы занимает очень много времени, много затрат финансовых средств и так далее, прочее, да, и на это ушло, если так сказать, в общей сложности 2 года ушло создание этой 6 программы, потому что, как до этого я говорил, концепцию писали, да, группу создавали, эта группа работала над этим, потом много было вопросов по созданию декорации, как она должна быть, да. И мы думаем, что в будущем должно быть еще программ. Но это зависит, опять же, от финансовых затрат. То есть это ушло очень большие деньги, на самом деле, чтобы она была ближе к реальному судебному процессу. Вот сейчас радиослушатели звонят и говорят, что вы должны сказать ШРАУ, что это шоу, а не какие-то принимания заявлений и так далее и прочее. Да, мы признаемся, это на самом деле телевизионная программа. И телевизионную программу создали мы не для того, чтобы принимать жалобы от зрителей, да, а как бы они поняли, как надо вести себя во время судебных процессов, как надо правильно оформлять эти исковые заявления, как надо общаться с адвокатами во время судебных процессов, как они должны вести себя перед судьей. То есть могут быть там споры. И мы хотим показать, что судья, она должна быть, ну, она решает ваши вопросы, и вы должны быть перед ней или перед ним, да, как бы относиться к ней тоже с уважением закона. Вот поэтому мы создали эту программу. Но мы очень надеемся на создание дальнейших продолжения этого проекта. Но сейчас этот вопрос рассматривается и обсуждается. Мы надеемся, творческая группа тоже надеется, и юридическая группа тоже надеется, что надо дальше идти, а не оставлять это 6 программ и все. Марс Намазбекович, вот действия 6 программ, они будут проходить в Бишкеке, или все-таки там затронуты и регионы, и село, например, аилы, или, может быть, все это в городе будет проходить? Ну, если я, конечно, опять забегаю вперед. Да. Мы, когда писали сценарий, мы это все учитывали, и мы не стали говорить именно конкретно какого-то города или какого-то района, чтобы потом не было такого, что вот они пришли, оказывается, сюда к нам, и мы не знали об этом, и чтобы мы, если бы знали, мы пошли бы на этот судебный процесс, поэтому мы, учитывая это все заранее, мы не стали конкретно отмечать, это в город Бишкек, или город Сокулук, или город Нарын, или город Тош. Мы в общих чертах говорим. Меня вот что интересует, Марс Намазбекович, Харабек Арстанбекович. Вот вы чуть ранее сказали, Марс Намазбекович, что дай бог, чтобы проект он продолжался дальше. Но чтобы было продолжение, наверняка надо иметь стимул. А стимул от чего зависит? Прежде всего от того, понравится ли эта телепрограмма нашим уважаемым телезрителям. Если будет интерес, если будет какое-то нравоучение, поучение там, в целях правовой грамотности, конечно, они могут вам высказать мнение, что да, нам такие программы нужны. Вот в этом-то стимул-то и заключается. Вот теперь вы мне скажите, пожалуйста, у вас будет обратная связь, если нашим слушателям, нашим телезрителям эта программа понравится? Вообще вот мнение, где они могут свое озвучить? Да, как раз сейчас был очень хороший вопрос, который мы думали об этом, потому что по завершении выпуска всех этих 6 программ мы должны как бы написать отчет большой. На самом деле мы попали в точку, чтобы поднять авторитет судей и повышение грамотности правовой спектре, да? И мы сейчас будем заниматься этим вопросом. Мы опять проедемся по регионам, покажем эти же программы нашим же тем же зрителям, соберем обратно фокус-группы и скажем, мы попали, мы ответили на ваши вопросы. Кроме этого, когда будут программы идти, в конце титра будут указаны номера телефонов, в которые они могут позвонить и высказать свое мнение именно по этим программам. И мы из этих соберем, потом, естественно, будем прийти к одному мнению, продолжать дальше или не продолжать, но есть вопрос в том, что финансовая часть. Пожалуйста, я хотел просто сказать очень коротко, что вот эти вот все темы судебные, основная цель еще, кроме всего прочего, показать, что такое суд. Суд – это орган правосудия, который призван установить истину. И вот эти вот тематики, как мой коллега Марс сказал, действительно очень долго отбирались, и действительно здесь устанавливается истина на этих процессах. Ну, конечно, тут и уголовные, хотелось бы, дела, очень много. Я в прошлый раз об этом говорил, что да, как бы
на процессах органы милиции затрагивать и так далее. Ну, можно было организовать, но уже Марс об этом сказал, все это как бы финансово. Ну, самое главное, чтобы был стимул, и самое главное, чтобы были денежные средства. Время нашей программы, к сожалению, завершается. Дорогие наши слушатели, оставайтесь на волне Беринчи радио. С вами была Ирина Егенбаева. До встречи.